Иван Федорович Паскевич, граф Ереванский, светлейший князь Варшавский, российский военный деятель украинского происхождения. Генерал-фельдмаршал Паскевич происходил из потомственного казаческого рода Полтавского полка, ведущего начало Пасько старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого. Принимал участие в русско-турецкой войне. В 1811 году назначен бригадным командиром. В Отечественную войну в 1812 году принимал видное участие в боях под Салтановкой, Смоленском, Бородиным и Вязьмой. В 1826 году генерал Паскевич получил повеление ехать на Кавказ для командования войсками против персиян совместно с Ермоловым. Причем ему вручен был секретный указ заместить последнего, если найдет это нужным. Действие его против персиян был удачным. Он разбил их под Елизаветполем, а за овладение Ереванем возведен был в графское достоинство с наименованием Ереванский. В 1827 году заменил на Кавказе Ермолова, уволенного в отставку, отвлеченной войной с персами, не имел достаточного времени вникать в дело по управлению Кавказским краем. Да и оставаться там ему пришлось недолго, так как уже летом 1831 года, по случаю кончины Дибича, он был назначен главнокомандующим войск Польши. 14 марта 1917 года в Грозном состоялся съезд представителей чеченского населения Терской области, который избрал Чеченский национальный совет и признал власть Временного правительства и его комиссаров на местах. Совет для постоянной работы избрал и Чеченский исполнительный комитет во главе с присяжным поверенным Ахметханом Мутушевым. Уже в марте 1918 года Ахметхан Мутушев подает в отставку с поста председателя Чеченского меджлиса. Его место занял Ибрагим Чуликов, что привело к расколу. В то же время леворадикальная группа Эльдарханова-Шарипова провела в селе Гайты съезд чеченского народа и объявила о создании чеченского народа трудового совета во главе с Таштамиром Эльдархановым. В истории Чечни этот совет, за созданием которого стояла партия большевиков, вошел под названием Гайтинский совет. С начала работы этого совета и начинается установление в республике советской власти. 18 марта 1918 года отменены ограничения проживания горцев из числа чеченцев в городе Грозном. Отметим, что до этой даты проживать в Грозном на постоянной основе имели право лишь представители горского общества, которые состояли на военной службе или занимали в гражданском обществе определенный статус. Таковым, согласно предписанию, полагалось получить специальное разрешение, утвержденное властями. Лишь спустя 6 лет, в мае 1916 года, такие же ограничения были сняты и в Слободах, Ведено и Шатой. Однако действия царской администрации направлены на то, чтобы подорвать основные традиционные культуры горцев. Этими мерами не ограничивались. Так, некоторые мероприятия царского правительства существенно затруднили функционирование и других общественных институтов, без которых немыслима была традиционная культура горцев. В частности, в горское общество были внедрены так называемая билетная система, институт доносительства, правила регулирования времени действий гостеприимства и условия ограничения ношения оружия. В 1922 году в селении Валерик Ачхой-Мартановского района ЧССР в семье крестьянина родился Хасмагомед Идилов, известный поэт. Начало творческого пути Идилова относится к 1941 году. Большое влияние на формирование его творчества, по свидетельству самого поэта, оказала чеченская народная поэзия, русская и советская литература. Поэт показывает народу истинное лицо фашизма, его коварные планы. Таково, например, стихотворение «Перед портретом», в нем создан образ советского человека-воина, ставшего на защиту своей родины. В стихотворениях «Орел Кавказа», «Воин тебе», «Горсть земли» и других он проникновенно говорит о красоте духовного мира, интернациональной миссии советского человека-воина. Цикл стихов Хасмагомеда о войне полон большой патетики, любви к родине. Одно из лучших стихотворений военной лирики «Горсть земли». Лирический герой, его верный сын своей страны, взял с собой, уходя на войну, горсть родной земли и поклялся не расставаться с ней до тех пор, пока не разгромит ненавистного врага. В военное время период активного формирования поэтического кругозора Хасмагомеда Идилова. 18 марта 1925 года вышел первый номер первой национальной газеты «Серло» на чеченском языке. Сегодня эта газета носит гордое название «Даймок». Издание газеты на родном языке явилось мощным толчком для развития чеченской литературы. В ней начинали публиковать свои первые произведения корифеи чеченской литературы Саид Бадуев, Абди Дудаев, Саидбей Арсанов, Шамсудди Айсханов,
Магомед Мамакаев и многие другие. В связи с тем, что в Чечне тогда имела распространение только арабская письменность, многие произведения этих писателей были написаны именно с использованием этой графики. За первые 11 лет своего существования газета трижды меняла графику. Если первые номера выходили на основе арабского языка, в последующем использовалась латиница. Только во второй половине 30-х годов газета перешла на кириллицу. Менялись поколения журналистов, внешний вид газеты, но содержание, цели остаются неизменными. Нести достоверную информацию в массы, находить пути к сердцам людей, распространять культуру, вековые традиции чеченского народа.